Огня. И вот сегодня Владимир Путин решил отменить данное Советом Федерации ему право на возможное использование российской армии, российских войск на Украине. Как по-вашему, можно сказать, что процесс действительно начался, процесс урегулирования? Конечно, всегда лучше любые переговоры, потому что военные действия, люди погибают. И когда это идет гражданская война, то с той стороны, с другой стороны, это гибнут граждане. У них есть мужья, жены, дети, отцы, матери. Поэтому всегда нужно стремиться к переговорам. Надо добиться формата таких отношений, чтобы никому не надо было браться за оружие. И со стороны руководства России уже сделан дополнительный шаг, когда президент обратился в Совет Федерации отменить решение Совета Федерации о разрешении ему, президенту России, использовать вооруженные силы за рубежом. Это лишний раз успокоит всех в Европе, что со стороны России не будет использованы наши вооруженные силы. Но это вовсе не означает, что победит кто-то другой. В гражданской войне победителей не бывает. Надо продолжить переговоры, надо выполнить взаимные требования, допустим, о разоружении каких-то группировок, о выводе каких-то группировок, о каких-то правах, полномочиях, льготах, гарантиях, чтобы все знали, что, допустим, объявляется всеобщая амнистия. Никто ни под каким видом никакой ответственности привлекать не будет по всем событиям, условно, на 1 июля 2014 года. Уже хорошо. Уже многие смогут вернуться, зная, что никого не арестуют. Но первый этап – это исключить насилие. То есть все должны сдать оружие, все формирования под любыми знаменами должны быть выведены, и должна быть сформирована временная администрация Луганской области, Донецкой области. И, дальше идти по пути переговоров. Если договорятся, если руководители Народной Республики Луганска, Донецкой, их устраивает определенный подход, значит, будем двигаться дальше. Они будут двигаться дальше. Мы всегда можем помогать в рамках существующих правил. Это гуманитарная помощь. Это вывоз всех раненых, всех желающих покинуть обе области. Дальнейшая дипломатическая помощь, увязывание экономических вопросов со всей Украиной, к привязке к решению вопросов в Луганске и в Донецке. То есть вести переговоры. Но в любом случае нанесена очень серьезная рана, и жители Юго-Востока Украины и Западной Украины окончательно поняли вот с ноября по июнь этого года, что они все-таки разные народы. И долго находиться в рамках одного государства они не смогут. Вот Чехословакия. Там не было вооруженного конфликта. Просто словаки немножко отличаются от чехов. Условно, как русские и белорусы. И не хотят они жить в рамках одного государства. Вот они мирно разошлись. В перспективе обязательно так будет на Украине. Юго-Восток путем конституционных реформ, через переговоры, через выборы, формирование органов, не обязательно завтра, но пусть это будет через год, через 5, через 10, все-таки создаст Новороссию, как часть Украины нынешней. И, возможно, это будет сперва федерация с большими полномочиями, потом это может быть конфедерация, потом это может быть какие-то союзные отношения между Харьковом там, или Донецком и Киевом. И, конечный итог – отдельное государство. А, возможно, включение в состав России. Вот Шотландия осенью примет окончательное решение. 300 лет назад она вошла в состав Британии, тогда это еще была Англия и Уэльс. А сейчас выйдет. Так и у нас. Россия вошла в состав Украина вошла в состав Российской империи там, в 1654 году.
А в 1991 году провозгласило независимое государство. А в 2014 году начался другой развод внутри Украины, когда Юго-Восток хочет жить самостоятельно. И в этом смысле ему никто не запретит. Мы, например, видим по действиям нашего руководства, что с нашей стороны вооруженные силы не будут применяться, но и Киев должен гарантировать, что со стороны официальных киевских структур и неофициальных, которые вполне может подавить официальный Киев, допустим, батальоны Коломойского там, или какой-то батальон Днепр, еще. Там столько названий, это как во времена Махно. Никто не знает, где красные, белые, зеленые, синие. Но если они не договорятся, через год, через два снова начнется вот такая заварушка, и в конечном итоге неизбежно создание 3 государств. Галичина, столица Львов, Киев и соседние области, как столица Украины, и Харьков или Донецк, или Одесса, столица Новороссии. Это в перспективе обязательно произойдет. В ближайшее время сторонам о чем нужно договариваться? Какие ближайшие перспективы? Самое ближайшее время, чтобы никто не стрелял. Ни с одной стороны. Второе. Запустить водопровод. Люди быстро погибают от отсутствия питьевой воды. Третье. Запустить электроэнергию и газоснабжение, чтобы работал транспорт, больницы, можно было готовить пищу и оказывать всем помощь. Восстановить рабочие места, восстановить жилье, вернуть всех желающих к месту постоянного жительства и обеспечить нормальное функционирование всего гражданского сектора экономики Украины. И не идти по пути мщения, по пути какой-то зависти, ревности, а договариваться о стандартах, о форматах, чтобы в Киеве новая власть поняли раз и навсегда. Силовые варианты решения национального вопроса невозможны. Если русские не хотят на Юго-Востоке жить вместе с Киевом, они все равно найдут время и форму, и способ, и будут жить самостоятельно. Но чтобы это не превращалось в кровавую оболочку, чтобы не было ни одной жертвы, надо идти на переговоры. И это будет происходить. Это делают и со стороны Киева, со стороны Донецка, Луганска и наш посол на Украине. Поэтому на первом месте ни одного трупа. Вот лозунг, который должен всех объединить. Никаких пыток, арестов, заключения под стражу, выкупов, заложников. То есть любые силовые действия должны быть прекращены. Это выгодно всем сторонам, все должны жить. Мы не говорим награждать кого-то со стороны Киева, со стороны Луганска, но взять нулевой вариант, исключающий гибель людей, и даже царапины не должно быть, это вполне можно сделать. Тогда в течение месяца-двух вернутся все беженцы, отремонтируются все квартиры, здания, будет вода, будет газ, электричество, заработает общественный транспорт, уйдут люди вооруженные под любыми знаменами, будут распущены эти вот батальоны Коломойского, никаких там Национальная гвардия, восстановить внутренние войска МВД Украины, вернуть, может быть, некоторых чиновников опытных и наладить нормальную, мирную, спокойную жизнь, а часть вопросов перенести на потом. Потом еще долго и долго можно обсуждать, решать, но сегодня один, так сказать, главный наш с вами должен быть инструмент и цель – это прекратить любые формы насилия. Никто не должен никого арестовывать, задерживать, а тем более расстреливать. Там на Украине слово «расстрелять» сегодня как игрушка какая-то. Да, расстреляли. Да, там зашли, расстреляли. Да, расстреляли. Да, кинули бомбу. Слушайте, трупы валяются так, как будто бы это дохлые воробьи. Дохлых воробьев, наверное, обязательно подберут хороших хозяев. Люди валяются на дорогах, кюветах, где-то там на перекрестках. Погибшие люди. Это где? Вот в городах Донецк, Луганск, Краматорск, Мариуполь и так далее. Это же чудовищно. Это же все... Вы ездили? Были? А? Вы ездили в последнее время? Ездили, наши сторонники ездили. Я туда не ездил. Потому что у нас же нет легальных возможностей куда-либо ездить. И нет необходимости. У нас же депутаты из Америки ходили по Майдану в Киеве. И чем это закончилось? Не должно быть вмешательства. Пускай со стороны Киева люди есть, со стороны Луганска и Донецка. Сядут за стол переговоров, обо всем договорятся, но мы смотрим по тому, что показывает телевидение.
Мы это видим, так сказать, собственными глазами. Поэтому мы знаем о гибели журналистов вашего канала. Это же тоже чудовищно все. Поэтому это должно закончиться, чтобы мы больше информации печальной не слышали с юго-востока Украины. И никто не должен говорить, что победил Киев. Киев ни в чем не победил. Но мы все должны быть довольны тем, что остановлена война по состоянию на сегодняшнее число. Что будет 27 июня? Еще несколько дней. 3 дня есть. Но можем и нужно надеяться, что больше стрелять никто не будет. Вы уже говорили про беженцев, про возвращение беженцев, но пока это непонятная перспектива. Как-то партия ваша работает с беженцами, с организацией гуманитарной помощи на Украину? Мы с самого начала начали заниматься гуманитарной помощью. Мы узнали их потребности, они приезжали к нам в Москву, и в первую очередь требовались медикаменты. Мы стали собирать деньги, закупать медикаменты и отправлять. Вот буквально вчера, в понедельник утром, еще раз ушли еще 2 машины. Грузовики полностью с коробками с медикаментами. Продовольствие, сухие пайки, консервы, обмундирование. Вот, то есть общая сумма 9 миллионов рублей мы отправили. Мы обращались к гражданам и благодарны всем, кто прислал 200 рублей, 300. Благодарны нескольким коммерческим структурам, которые по 1 000 000 рублей нам выслали. По 500 тысяч. И все деньги до копейки мы использовали для приобретения того, в чем нуждаются жители Юго-Востока. А сейчас мы направили уже в лагеря беженцев в Ростовскую область. То есть сделали с самого начала мы это. И буквально вчера понедельник и до окончательного решения вопроса, когда уже беженцы вернутся домой или